Туризм играет ключевую роль в экономике Абхазии. В последние годы эта отрасль демонстрирует положительную динамику развития. Однако одновременно с этим накапливается ряд системных проблем, требующих как минимум детального обсуждения. Поэтому цель встречи не только обозначить ряд существующих проблем, но и выработать некоторые подходы к их решению. С приветственным словом присутствующим обратился Батау Айба, заместитель руководителя администрации президента. Президент Республики Абхазия, как вам известно, особое внимание уделяет развитию туризма в республике и считает эту отрасль одной из ключевых для создания рабочих мест и передачи нашего культурного исторического наследия. Уверен, что сегодняшнее мероприятие пройдет конструктивно, и все ваши доклады лягут в основу для практических изменений и внесения их на практику и в жизнь. Линда Ампар, заместитель председателя СМУ при президенте Абхазии, отметила, что после Отечественной войны народа Абхазии туризм стал для страны источником дохода и занятости населения, фактором сохранения городских и сельских территорий, перспективной сферой. Основные самые популярные объекты посещения наши святыни. Абхазия – это древнехристианская страна, и, конечно же, у нас имеется большое количество на нашу маленькую территорию объектов паломничества. Ну, конечно же, в первую очередь хочется отметить, что, наверное, развитие событийного туризма у нас современного берет свое начало с праздника урожая Лахнашта. Далее не можем не отметить фестиваль Хибла Герзмава приглашает, а также и те фестивали, которые популярны, организованы за последние 2 года. Главное – это имидж нашей страны, реклама, продвижение и увеличение, скажем так, тем самым туристического потока в нашу страну. Но я хочу отметить, что те проекты законов, которые сейчас будут внедряться, а самое, на мой взгляд, главное, понятно, что современный, отвечающий всем современным тенденциям закон о туризме нами разработан, и вы в нем, вот я видел ваши предложения, которые от туротрасли поступают. Очень надеюсь, что мы его примем в этом году. Территориальный анализ показывает, что основной вклад в рост внесли традиционно туристические районы – Гагарский и Гудаутский. В общем, на них приходится 556 новых объектов за последние 5 лет. В то же время, если говорить в относительном выражении, то самый большой прирост наблюдается в восточных районах – Ачамчирском и Гулрыбском. В Творчайском районе появились 2 объекта размещения, что свидетельствует о постепенном расширении географии туристической деятельности. Те темпы, которые у нас, в принципе, мы говорим, хорошие, но вот даже сейчас в рамках инвестиционного форума, к которому мы готовимся, всеэкономического, точнее, форума, там будет секция 2 апреля, которая посвящена встрече B2B между представителями малого бизнеса, ательеров малых, и непосредственно турагентов, не турагентств, а компаний, операторов, да, агентов. Тем самым хотим попробовать наладить прямые контакты, чтобы люди могли прямо свои объекты продавать. Но есть такая история еще одна, которую, знаете, очень хочется о ней сказать. У нас очень высокая конкуренция в целом в регионе. Есть Турция, есть Краснодарский край, есть Грузия. С этим всем надо как-то нам научиться конкурировать. Мы не можем в отрыве от всех жить, развиваться, это невозможно. Одной из ключевых задач государственной политики в сфере туризма становится формирование эффективных механизмов, направленных на развитие туристической территории и модернизацию курортных территорий. Согласно данным Минтуризма, с 2023 по 2025 годы турпоток идет примерно на одном уровне, без резких колебаний, снижений или подъемов. Реализация инфраструктурных проектов в сфере туризма требует выстраивания устойчивой финансовой модели, сочетающей государственную поддержку и частные инвестиции. На текущем этапе министр ранее коснулся программы помощи малому и среднему предпринимательству, который функционирует, разработчик Минэк является. Рассчитываем на то, что эта программа также будет использована для развития туристической инфраструктуры, в первую очередь в сегменте малых средств размещения услуг и сопутствующих сервисов. Также в рамках концепции министерства предусмотрены следующие ключевые механизмы. Это создание и развитие фонда развития туризма, как инструмента целевого финансирования отраслевых проектов, расширение применения механизмов государственно-частного партнерства, софинансирование проектов благоустройства и создание средств размещения, включая поддержку малого бизнеса.
По итогам круглого стола будет подготовлен пакет рекомендаций, основанный на анализе ученых АГУ и Академии наук Абхазии. В Совете молодых ученых надеются, что эти наработки помогут правительству эффективнее планировать развитие туризма в стране. Айлита Арутюняна, Ахрам Мичба, Абхазское телевидение.